Ровно год назад, в декабре 2012 года, в Туве был дан старт проекту «Одно село, один продукт». Инициатором этой масштабной кампании по поддержке местного товаропроизводителя, развитию малого бизнеса в сельской местности, предпринимательской активности стал премьер Шалбан Караул. В ежегодном послании Верховному Хуралу глава региона заявил, что проект «Одно село, один продукт» в 2013 предюбилейном году должен стать одним из ключевых. Губернаторский статус проекта подчеркивает его значение для экономики Тувы. Главный девиз 2013 года – «Одно село, один продукт». За этими простыми, но емкими словами проглядывается большой спектр работ на всех уровнях. Большой спектр продукции – это и товары, и услуги, и та же достопримечательность достойной туристической обертки. Простор для деловой фантазии инициативы огромный, но главное должен быть результат. В идеале по итогам 2013 года мы должны получить 124 поселенческих проекта, что называется, под ключ. Перед всеми муниципалитетами поставлена задача определиться со своими основными экономическими приоритетами, опираясь на специфику своего района, создать производство собственного товара, своего бренда. Люди стараются как могут. Проект «Одно село, один продукт» призван помочь им выйти за рамки кустарного производства, передать продукции более качественный товарный вид, продвинуть его рынок. Помочь объединить односельчан общей целью, преодолеть трудовую разобщенность людей. Коллективизм, общинность – это наш исторический опыт, который можно и нужно использовать сегодня. В послании Верховному Хуралу глава республики особо акцентировал на открытости проекта. Люди должны сами решать, каким делом им заняться, что им для этого необходимо. В создание какого продукта можно вложить средства и получить прибыль. Только тогда можно надеяться, что селяне будут работать с хорошим настроем. Местные власти должны это четко осознавать, заботиться о своих предпринимателях. Они главный ресурс экономического роста, основной источник для наполнения муниципальной казны. Успех любого дела оценивается по конечному результату. Участники проекта должны видеть не только громкий старт, но и прежде всего успешный финиш, реализацию своей продукции. В республике немало инициативных, мастеровитых людей, которые хотят работать и уже создают свой продукт. Проблема заключается в отсутствии организованной, цивилизованной доставки его до потребителей. Сельчане не знают, где продавать продукцию, а горожане не знают, где ее купить. Без развитой цивилизованной системы сбыта проекта «Одно село, один проект», конечно же, не достигнет своей главной цели. Не только расшевелить местное товарное производство, создать полную логистическую цепочку, но и отобрать самые перспективные местные бренды, с которым не стыдно выйти на внешний рынок. В течение года в ходе рабочих командировок по районам глава Тувы особое внимание уделял местным товаропроизводителям. Например, в марте побывал в Верзинском районе в цехе по выделке шкур и пошиву изделий из овчины при СПК «Байхол» в селе Ирзин. Здесь ухватились за идею губернаторского проекта, который говорит о том, что в каждом из 124 сельских поселений республики должно появиться собственное производство, где будет выпускаться конкурентоспособная продукция и, главное, создаваться рабочие места. В мае 2013 года в Кызыле открылась первая республиканская выставка «Одно село, один продукт». Выставлено более 90 видов товаров и услуг. Сельские предприниматели впервые широкой публике представили свою продукцию, защищали свои бизнес-планы по дальнейшему развитию предприятий. Спектр товаров был широк и разнообразен, но их качество в большинстве случаев оказалось не на достаточно высоком уровне. Что нужно сделать для того, чтобы упаковка хорошая, надлежащая? Нам нужно линию какую-то запускать. Объемы большие уже. А есть понимание, как? Да, есть. На первой так называемой пробной выставке предпринимателям объясняли о принципах господдержки. Это не просто раздача финансовых средств, а возможность для открытия и развития конкретного производства, технологическое перевооружение, выход на уровень интенсивной работы. Торговый оборот первой выставки составил около 1,5 миллиона рублей. Прошло еще полгода. В декабре 2013 года наступила пора подвести итоги первого года реализации губернаторского проекта. В течение 2013 года в рамках реализации губернаторского проекта «Одно село, один продукт» реализовывается 175 поселенческих проектов. Из них 140 проектов, это 80%, реализованы в 99 сельских поселениях. На стадии реализации 35 проектов, это 20%, в 25 сельских поселениях. В основном это крупные проекты долгосрочного и капиталоемкого характера, реализация которых переходит на 2014 год.
Наибольшее количество реализуемых проектов губернаторского проекта «Одно село, один продукт», почти больше половины, получается, что это проекты в сфере сельского хозяйства. В области промышленности реализуется около 40 проектов, в области культуры и туризма 29 проектов. По остальным сферам деятельности 12, в том числе по развитию спорта 2. Это спортивно-развлекательный центр в селе Сукпаки Кызыльского Кажуна и фитнес-центр в городе Шаганари Улухемского района. Реализованные проекты в 2013 году. Предоставлению образовательных услуг 1. Центр по присмотру за детьми дошкольного возраста в селе Шамбалы Кызыльского Кажуна находится на стадии реализации. Предоставлению стоматологических услуг 1. В городе Чедане Дзюнхемчикского района на стадии реализации. Предоставлению услуг жилищно-коммунального хозяйства 2. В поселке Каахем Кызыльского района и в городе Шаганари Улухемского района. Предоставлению услуг автосервиса 1. В селе Усть-Легест Кызыльского района. Реализованный проект. Производство асфальта 1 в городе Агдувраке на стадии реализации. Потребительскому рынку общепит 3 начинающих проекта в селе Усть-Легест Кызыльского, селе Сугаксы Сютхольского и селе Байхак Тандынского районов. Уже реализованные проекты. Ожидаемый совокупный товарооборот всех участников губернаторского проекта «Одно село, один продукт» по оценкам Министерства экономики Республики Тыва составляет около 64 миллионов рублей. По итогам 10 месяцев уже подсчитано, что товаров произведено где-то на сумму 40 миллионов рублей. В целом, участниками губернаторского проекта «Одно село, один продукт» создано 482 рабочих мест во всех районах. Новые рабочие места созданы в следующих сферах деятельности. В сельском хозяйстве 272, в промышленности 97, в сфере культуры и туризма 36, по остальным сферам деятельности 76. Так, например, наибольшее количество трудоустроенных граждан отмечается в Сютхольском районе. Всего здесь трудоустроено 74 человека, в том числе за счет крупного проекта СПК «Амык» по созданию фермы крупного рогатого скота мясной породы в селе Алданмадыр. Здесь создано 38 рабочих мест. Далее следует Кызыльский Кажун, в котором созданы 52 рабочих места. В Пихемском 50 рабочих мест, Тоджинском 45, Тандинском 41. Предварительный план финансирования всех проектов, совокупный объем финансирования из всех источников был составлен на уровне 175 миллионов рублей. Сейчас по предварительным оценкам мы вот этот план уже, получается, выполнили. Уже финансирование пошло больше 170 миллионов рублей. И из них, получается, половина – это средства государственного бюджета, и половина – это средства, привлеченные субъектами предпринимательства в виде кредитов, займов и, собственно говоря, личных средств предпринимателей. За 11 месяцев реализации проекта за счет всех источников профинансировано 175,4 миллиона рублей, что составляет 102% от запланированного. Министерством экономики Республики Тыва совместно с ООО «Сибэкспосервис Н» организована и проведена вторая республиканская выставка губернаторского проекта «Одно село, один продукт. Марка Республики-2013», в которой приняли участие 183 субъекта предпринимательства от 19 муниципальных образований республики. Всего было реализовано продукции на сумму более 4 миллионов рублей. Наибольшее количество представленной продукции относится к отрасли сельского хозяйства – 60%, промышленности – 22%, в сфере культуры и туризма и по остальным сферам – 18%. В первый официальный день выставки все проекты были представлены на комиссии правительства Тувы во главе с первым заместителем председателя правительства республики Михаилом Сергеевичем Козловым. Проведен круглый стол с представителями органов
органов исполнительной власти, председателями муниципальных образований и их заместителями по экономике, индивидуальными предпринимателями на тему «Местные товаропроизводители в системе государственных и муниципальных закупок», где обсуждались вопросы повышения роли государственного и муниципального заказов в развитии предпринимательской активности на местах. Во второй день после церемонии открытия выставки, где с приветственным словом выступил первый вице-премьер Михаил Козлов, в режиме нон-стоп на церемонии награждения и закрытия выставки представители муниципальных образований представили концертные номера художественной самодеятельности. Победителями определены в номинации «Марка Республики 2013. Бренд Тувы» бутилированная питьевая вода ООО «Байхак Аква» Тандинский Кажун. Конечно, это очень радостно, но это результат нашей работы, напряженной работы 2 лет. И очень рады, что мы получили такую награду. Будем стараться работать дальше, расширять ассортимент выпускаемой продукции, также дальше продвигать нашу продукцию. Теперь уже, наверное, можно работать и за пределами нашей республики. В номинации «Высокий уровень презентации кажуна» Лухемский кажун Республики Тыва. Весной мы выступили средне, но в результате мер, которые мы приняли, самое главное, активности наших предпринимателей и населения, удалось до конца года раскрутить многие проекты, и мы достойно выступили. В номинации «Высокий уровень презентации проектов в сфере услуг» туристическая база «Эржей», ООО «Спорт и здоровье», директор СИО РПАС Николай Владимирович, Кахемский район. Конюшню начал строить. Да, вот конюшню начинают строить. Это вот под именно губернаторский проект, да. Конюшня для прогулок? Не просто прогулок, хотим заниматься иппотерапией. Подобрали людей, да, то, что я говорил, да, вот это уже продукт. Значит, у нас детская поликлиника, договоренность, а это у нас светобочки. Вообще эта база построена в стиле старообрядского переселенца, это сторожевая башня. В номинации «Высокий уровень презентации проектов в сфере промышленных товаров» ателье «Эврика» индивидуального предпринимателя Монгуш, Лухемский район. Для своих детей шили формы, потом для друзей наших детей. И так дальше, далее вошли. Все слуги к нам начали приходить. И вот сделали бизнес-план. В номинации «Высокий уровень презентации проектов в сфере продовольственных товаров» продукция пчеловодства индивидуального предпринимателя Оюн Байтайгинского района. В номинации «Муниципальный бренд» туристическая база Ужмейгак индивидуального предпринимателя Сарыглара Энрика Сергеевича, Румхемчевский район. В номинации «Народный выбор» шкуры и изделия из овчины СПК «Байхоль». Мы думаем, что народ выбрал нас. Это самая лучшая награда для нас за наш труд. В номинации «За сохранение национальных традиций» малая инновационная компания «Сайзерал» из Мунгун-Тайгинского района. Туве никогда, по-моему, никогда не голодали, потому что его кормил скот, его кормила тайга, и он с природой в тесной связи был. И мы эти традиции возрождаем и сохраняем, потому что эта продукция экологически чистая, как мы любим сегодня говорить, и для здоровья очень полезная. В номинации «За лучшую сертификацию выставляемой продукции» были награждены Чудыхольский и Ситхольский районы. Все муниципальные образования также были отмечены благодарственными письмами за активное участие в выставке.
Итог декабрьской выставки «Одно село, один продукт». Тувинским брендом «Быть». Более 150 сельских товаропроизводителей, более 200 видов продукции, товаров и услуг. Это уже показатель. Если во время майской выставки большинство производств были на стадии разработки или начала реализации, то теперь же они представили готовую продукцию. Налицо рывок вперед по качеству товаров и количеству участников. Министерству экономики еще предстоит провести детальный анализ по реализации губернаторского проекта в 2013 году, выявить плюсы и минусы. Количество участников у нас увеличилось почти вдвое. Товарооборот мы примерно посчитали, прошли вот вчера и сегодня, какой будет. Он уже будет составлять порядка более 4 миллионов рублей. По сравнению с первой выставкой она даже не дотянула до 2 миллионов рублей, то есть шаг вперед мы сделали. По итогам 10 месяцев у нас 2300 предпринимателей вот из-за роста страховых взносов снялись с учета, ушли. И этот показатель нам, вот эту дырку, которая у нас вот возникла, вот этот проект помог закрыть. Сейчас у нас даже на 4,3% количество официально зарегистрированных безработных снизился. А пока можно сказать, большое развитие в текущем году получило производство молочной продукции. Сразу 27 проектов представлены на рынке. Восстановление молочного производства идет практически с нуля. Молочное предприятие «Туранское», успевшее завоевать покупателя своим молоком в бутылках с портретом забавного теленка, качественным кефиром и сметаной, начало выпуск йодированного молока. В городских магазинах уже конкурирует с ним молоко крестьянско-фермерского хозяйства «Аюн» из Чедыхольского района. Становится узнаваемым молоко под брендом «Мажалык». Совсем недавно, в 2007 году, ситуация была такова, что в Кызыле забыли вкус местного молока. Его полностью заменяло привозное из Хакасии, Красноярского края и даже Новосибирской области. В последние годы в Туве решаются одновременно две задачи. Восстанавливается и увеличивается молочное стадо, в том числе с помощью поддержки семейных молочных ферм, и создаются условия для сбора и переработки молока. Мясные полуфабрикаты – еще одна группа товаров, которые претендуют на попадание в категорию брендов. Привезли их практически из всех районов. Примечательно, что на выставке в разных видах были представлены еще и рыбные полуфабрикаты. В Туве увеличивается количество рыбодобывающих хозяйств. Еще недавно в районах не было производств по переработке рыбы, цехов по изготовлению из нее полуфабрикатов. Теперь же промысловые организации, индивидуальные предприниматели из Кызыла, тот же Эрзина, Сюдхоли, Мингентайги активно осваивают свободную нишу на рынке. Маркой Республики 2013 признана питьевая вода «Байхак Аква». Это действительно достойный такого высокого звания товар. Выпуск этой воды появился в 2012 году. За 2 года на рынке Байхак Аква не исчезла, как некоторые товары, постоянно есть в магазинах. Правильное оформление в стиле известных мировых брендов питьевой воды, запоминаемое даже на международном уровне, название, удобные пластиковые бутылки разных размеров и главный плюс – регион производства, ведь Тува считается одной из самых экологически чистых уголков планеты. Уже скоро Байхак Аква будет представлять Туву на рынке соседних регионов и Монголии. Там и выяснится, конкурентоспособна ли продукция республики. Но на то, чтобы этот товар, как и любой другой, стал устойчивым брендом, потребуется время.